Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня хочу обратиться к нашему президенту и хотел бы сказать, чтобы он остановил весь этот бардак. А что именно? Комендантский час и борьба якобы с терроризмом. Потому что я знаю, что среди народов у нас нет террористов. То, что сейчас вокруг происходит, это дали волю правоохранительным органам, и они сейчас занимаются настоящим беспределом. Забирают людей, которые вообще не участвовали на митинге, избивают их, забирают без никаких объяснений и заставляют брать преступления. И поверьте мне, те, кто туда попал, они, хочешь не хочешь, возьмут все, что угодно. Поэтому господину президенту остановите это, отмените это. Потому что если у нас, даже если есть у нас террористы в стране, то без ведома национальной безопасности, без КНБ, без ДВД, без МВД, они бы никак не смогли бы попасть в нашу страну. И, наверное, они уже чужих людей из-за того, что они ходят после 11. Ко мне приходят каждый день тысячи сообщений о том, что кого-то, семью, брата, родственников, дядю забирают без ничего и заставляют брать на себя вину. И как можно вообще стрелять, как мы все видим и по новостям, по интернету, что выстрелили в семью, маленькую девочку убили. Те, кто это сделали, почему их не судят, почему они остаются без наказания? Это что за закон? Как, если это не терроризм, то что можно назвать терроризмом? И в день митингов многие раненые люди, народ, попали в больницы. И последний звонок от них, получается, был именно оттуда, и после этого они не выходили на связь. И вот родственники приходят в больницу, им говорят, что какие-то люди приехали и забрали их. Куда их забрали? Конечно, простому человеку не дано, чтобы прийти, забрать любого раненого человека. Всем ясно, что это люди с корочкой, показали корочки и забрали. Куда вы их забрали? Почему этим никто не занимается? Получается, найти человека — это в сегодняшнее время проблема, что ли? Везде вокруг камеры. Если вы простой народ, который потерялся, не можете найти, то вы как собираетесь найти каких-то террористов? Почему никто этим не занимается? И последнее, хотел бы обратиться к министру МВД Республики Казахстан. Почему после всего, что произошло, после всего беспредела, бардака, до сих пор начальник ДВД занимает свой пост? Вы после всего этого еще говорите, что народ выходит на улицу. Конечно, вы сами заставляете, вы сами провоцируете, чтобы народ выходил на улицу. Или вам это все выгодно? Почему после того беспредела, который произошло со мной и с другими, люди пропадают, людей без прав, без ничего забирают, избивают днями, ночами и заставляют брать на себя, на себя всю вину? После этого вы еще говорите, что народ выходит на улицу. Может, это вам выгодно, может, вы специально делаете так, чтобы народ выходил на улицы. И в последнее время, как мы все замечаем, в правоохранительных органах, в их работах очень много косяков. Возьмем тот же самый случай с гражданином Бишкека, которого за деньги сделали террористом. И помните первое мое задержание? Когда меня задержали, начальник ДВД 2 дня умолял меня, чтобы я снял видео и записал опровержение. Когда я к ним пошел навстречу, чтобы из-за моих слов не было бастовок, перестрелок, драк, я пошел ради своего народа им навстречу. И когда мы это все делали, они сбоку сняли на видео. И просто, видимо, они хотели опозорить меня. А я ради своего народа, ради добра, мне пришлось перешагнуть через свое «я», через свое эго. А они взяли и просто... Мне кажется, что в последнее время правоохранительные органы выполняют чей-то заказ, либо делают свою работу в корыстных целях, лишь бы добиться, показать какой-то